Накануне в Верхнеколымском районе республики состоялась презентация книги Геннадия Дьячкова, поэта, писателя и драматурга. С подробностями наш корреспондент Наталья Ломанова. Когда-нибудь, когда-нибудь не будет нас под небесами. Когда-нибудь, когда-нибудь простимся с миром и словами. Эти строки словно предчувствие раннего ухода. Геннадий Дьячков не дожил и до 40, оставил в память о себе богатое литературное наследие. Уже после его смерти в середине 80-х в Якутском драмтеатре были поставлены спектакли по 2 пьесам «Увезу тебя в тундру» и «Розовая чайка». Вышла его детская повесть «Казбек». И только сейчас опубликованы стихи. Когда я работала с книгоиздательством «Медиахолдинг», Желобцова Диана Михайловна, кто ее знает, она очень известный корректор, редактор. Она мне позвонила и сказала, что вы не знаете, что вы мне привезли. Потому что, говорит, это сенсация даже в мировой литературе. Потому что ваш поэт – это уникум. Геннадий вырос в Верхнеколымском селе Нелемное. Среднюю школу закончил в Зырянке. Получил 3 высших образования – техническое в Красноярске, филологическое в МГУ, сценарное в Авгике. Но вдохновением ему всегда было родное Юкагирское село, люди, живущие в нем, природа Верхней Колымы. Книга стихов и рассказов Геннадия была представлена в Нелемном на дьячковских чтениях. В резолюцию по итогам мероприятия внесен пункт о создании дома-музея писателя. В этом же году планируется издание избранных произведений Геннадия Дьячкова. А значит... Наследие нашего великого земляка Геннадия Дьячкова бессмертно. Розовая чайка продолжает свой полет. Наталья Ломанова, НВК «Саха», село Нелемное, Верхнеколымский район.